Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точки опоры». Конституции России 21 год. Дата замечательная, знаменательная дата, с чем мы вас и поздравляем. Мы сегодня живем по Конституции, принятой в 1993 году. Собственно, по этой Конституции и строим свои отношения. Ну, есть еще Конституция Чеченской Республики, которая, конечно же, не противоречит основному документу государства. Мы сегодня вспомним, чем же были наполнены эти 20 лет, 21 год. Вспомним историю, предысторию принятия Конституции Российской Федерации. В нашей дискуссии примут участие Сайдам Таймасханов, судья Конституционного суда Чеченской Республики, Султан Салманов, начальник управления аппарата уполномоченного по правам человека Чеченской Республики и депутат парламента Чеченской Республики, кандидат наук Хамзат Дадаев. Я приветствую вас в нашей студии. Ну, я думаю, что мы оттолкнемся от такого самого свежего события. Ну, президент нашего государства Владимир Владимирович Путин на днях буквально провел встречу с судьями Конституционного суда в Петербурге, на которой он отметил, что в России необходимо добиться безусловной реализации решений Конституционного суда. Сайдам, давайте попытаемся раскрыть суть этого тезиса. Конституционный суд по принимаемым решениям является конечной инстанцией. Его решения и постановления не подлежат ни пересмотру, ни обжалованию. Поэтому, видимо, Путин уделил такое особое внимание, наш президент, на то, что данные решения, как являющиеся конечными, итоговыми, правоустанавливающими какие-то определенные нормы, должны быть, безусловно, приняты к исполнению и должны быть выполнены. Видимо, поэтому я думаю, что он озвучил такой тезис, что особо подчеркнул вот этот момент. Султан, ну, раз мы говорим о Конституции, конечно же, вспоминаются и суть, и содержание нашей Конституции, особенно пункты, где речь идет о правах и свободах граждан. В статье 2 Конституции Российской Федерации мы читаем, да, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, гражданина, ну, обязанность государства. Давайте попытаемся разобраться, как качественно защищены права граждан Чеченской Республики. Ну, если говорить в целом о Конституции Российской Федерации, то меня, как правозащитника, естественно, интересует вот эта глава 2, это права и свободы человека и гражданина. Эта глава занимает огромное место по количеству даже статей и поэтому мы не случайно вас сориентировали на этот пункт. Да, естественно. И Конституция Российской Федерации, вот именно в части прав и свобод человека и гражданина, является идеальной. В ней собраны все нормы, отраженные как во Всеобщей декларации прав человека, как в Европейской конвенции и протоколов к ней. То есть она идеальна. Там расписаны все права и свободы, которые могут существовать. Естественно, это было бы совсем идеально, если бы эти права соблюдались. То есть если бы все нормы, отраженные в Конституции Российской Федерации, исполнялись всеми государственными органами, должностными лицами, органами местного самоуправления и так далее. Тогда мы бы жили бы в идеальном мире. Естественно, защита конституционных прав – это очень большая работа, большой труд,
Потому что, вот как говорили, сейчас пришлось президенту разъяснять о том, что определение, постановление Конституционного суда Российской Федерации являются источником права для всех правоприменителей. Порой встречаются, и у нас в Чеченской Республике такие сотрудники и следственных органов. Вот последний у нас был случай с Шалинским МСО, где определение Конституционного суда вообще не рассматривалось, не применялось оно. Там разъяснялись все нормы, которые Не должны применялось? Да, то есть там признавался потерпевшим по факту Скажите, убийства. как и вы не применял. и ваше ведомство на это среагировали? Естественно, мы связались с руководством, со следственным управлением. Там работают грамотные, хорошие ребята. Они разъяснили своим сотрудникам о том, что это высшая инстанция. Конституционный суд – это высшая инстанция, и те нормы, которые предписаны постановлениями Они Конституционного суда, обязательны к исполнению. и к исполнению Спасибо, правоприменения. Султан. Хамзат, ну, говоря о Конституции, по которой мы сейчас живем, о Конституции, которая является основным документом государства, есть, конечно, смысл вспомнить, в каких нелегких условиях, какие времена принимали этот основной документ государства. Наверное, есть смысл вспомнить о предпосылках его принятия, вспомнить о политическом кризисе, из которого тогда Россия так с достоинством вышла. Давайте такой небольшой экскурс в 90-е. Ну, как мы все прекрасно помним, в 90-е годы произошел распад Советского Союза. То государство, которое существовало в течение, скажем так, 1 века, оно перестало существовать, и, соответственно, возникла необходимость в определении нового пути, по какому пути будет развиваться государство вновь образованное. Потому что, как мы знаем, когда проспался Советский Союз, многие союзные республики, они отделились, и, соответственно, правопреемником той ситуации, которая возникла, оказалась Российская Федерация. И, соответственно, необходимо было определить новый путь развития. И я думаю, что, как Саид Мамед, вы отметили, Россия достойно выбрала этот путь, потому что она стала на путь демократизации, и, соответственно, был проведен референдум, на котором была принята действующая Конституция Российской Федерации. Спасибо. Сайдам, еще раз хочу вернуться к недавней встрече Владимира Владимировича Путина с судьями Конституционного суда. Вот Владимир Владимирович отметил на этой встрече, что одна из важнейших миссий Конституционного суда в том, чтобы защищать граждан от самоуправства и рисков, связанных с некорректными правовыми формулами. Скажите, вот в нашей практике, в практике нашей республики, примеры вот с такими некорректными правовыми формулами встречаются? Ну, скажу так, что избежать их, к сожалению, не удается, но в нашей республике достаточно-таки небольшое их количество. Такие некорректные формулировки, они, прежде всего, если являются предметом рассмотрения и изучения Конституционного суда, должны быть в тех нормативно-правовых актах, которые издает, допустим, наш глава республики, парламент или правительство своими постановлениями. Если указано в документах какие-то граждане, какие-то жители Чеченской Республики по указанным документам, в них содержащихся, устанавливающихся нормах, будут каким-то образом ущемлены в тех правах, которые заключены у них в Конституции, то тогда этот законодательный акт будет считаться некорректным, будет считаться несоответствующими формулировками и будет являться предметом рассмотрения для Конституционного суда на предмет его соответствия Конституции либо несоответствия. И изучив его, и на основании этого изучения выносится решение, что данный законодательный акт либо соответствует Конституции, либо не соответствует. Такие формулировки у нас, во всяком случае, на нашей практике пару раз встречались именно вот такого, как бы некорректной формулировки местного законодательного акта, но они были связаны прежде всего тем, что органы, издающие их в нашей республике, были связаны в своем
издания актов федеральными органами. И поэтому их решение разрешить внутри нашей системы было, мы приняли промежуточное решение и направили в Москву. Да, такие ситуации бывали. То есть ситуация неразрешимая в этой области, она не возникает. Нет, неразрешимо не возникает ситуация. И некорректных формулировок все меньше. Практически очень мало в нашей республике, я не сказал бы, что сталкиваемся крайне редко. Скажите, Султан, сегодня в процессе защиты прав и свобод граждан нашей республики с какими проблемами сталкивается ваше ведомство? Ну, существуют ли проблемы вообще в этой сфере? В настоящее время в связи со стабилизацией обстановки в Чеченской Республике, ростом благосостояния населения и так далее, более большой блок занимают социальные вопросы, то есть вопросы, связанные и с социальной жизнью, улучшение жизни, то есть там жилищные вопросы и так далее. Но хочу сказать, что государственная система правозащиты, она занимает основное место в конституционном механизме. И государство и личность, они очень взаимосвязаны. То есть личность, человек избирает эти государственные органы, а государственные органы, в свою очередь, регламентируют те или иные права, которыми может пользоваться человек, в том числе и обязанности. Поэтому противопоставлять права человека государственности ни в коем мере нельзя, и тем более нарушать баланс между этими двумя понятиями. В связи с этим вот последняя встреча, сейчас Нурдин Ухажи вернулся, была встреча всех региональных уполномоченных, проводил эту встречу в Кремле президент Российской Федерации, и там акцентировалось именно то, что именно уполномоченный по правам человека должен акцентировать эти моменты, доводить до властных структур, до главы регионов и так далее, эти проблемы. Нам легко работать в этом направлении только потому, что гарантом соблюдения конституционных прав граждан на территории Чеченской Республики является Рамзан Ахмадович Кадыров. Ну, этим И все сказано. Этим да? все сказано, поэтому он самый первый правозащитник нашей республики, поэтому нам легко. Хамзат, если, коль скоро речь зашла о Конституции Российской Федерации, ну, мы как один из субъектов Российской Федерации, Чеченская Республика тоже имеет свою Конституцию. Есть, наверное, смысл вспомнить, в каких чрезвычайно тяжелых условиях была принята Конституция и Чеченской Республики. Хотя бы потому, что принятие этой Конституции определил еще вектор политического развития в целом, не только Чеченской Республики, не только Юга России, но и всей России, да? Ну, как мы помним, в 2003 году у нас был проведен референдум по принятию Конституции Чеченской Республики. Действительно, в то время условия, в каких проводился этот референдум, они, конечно же, были достаточно тяжелые, потому что ситуация была такая, что у Ахмадхаджи Кадырова, который выступал инициатором проведения этого референдума и принятия этой Конституции, было очень много противников, которые говорили о том, что в первую очередь нужно решать какие-то другие вопросы, вопрос с принятием Конституции он подождет. Но, несмотря на это, воля первого президента Чеченской Республики и, соответственно, сподвижников, которые поддерживали его, благодаря вот этому удалось все же провести этот референдум и, соответственно, определить вектор направления и Чеченской Республики, и Юга России, как было уже сказано. Но в первую очередь, я думаю, в этом выиграли мы, жители Чеченской Республики, потому что благодаря принятию этой Конституции нам удалось сформировать все органы государственной власти и, соответственно, функционировать наравне с другими регионами, потому что мы сильно отставали и в законодательном плане, и в плане развития. Так что, я думаю, благодаря именно воле первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова был проведен этот референдум, и благодаря этому мы сейчас имеем то, что мы можем лицезреть на улице.
Да, спасибо. Поэтому и сегодня, поэтому Чеченская Республика сегодня очень уверенно позиционирует себя как полноценный субъект Российской Российской Федерации. Хамзат, я хотел бы обратить внимание вот на одну деталь. Депутаты парламента нашей республики указали, что закон о государственной службе запрещает всем чеченцам или выходцам из Чеченской Республики стать сотрудниками госструктур. И попросили Конституционный суд России официально ответить, нарушает ли закон о госслужбе конституционные права граждан республики. Кто из вас, Сайдам Хамзат, ответит? Как этот процесс шел, кто его инициировал? Ну, я могу ответить, потому что я выступал и в суде, в Конституционном суде, в качестве представителя парламента Чеченской Республики. Дело в том, что те права, о которых сейчас говорится, в плане запрета на прием и на прием органов государственной власти тех лиц, которые будут признаны уклонившимися от несения воинской службы, он действовал не только распространялся не только на молодых людей Чеченской Республики. Этот запрет он был установлен на территории Российской Федерации. И здесь, получается, парламент Чеченской Республики отстаивал права не только граждан Чеченской Республики, но и всех молодых людей на территории Российской Федерации. Суть вопроса заключается в том, что парламент Чеченской Республики посчитал несоответствующим Конституции норму, которая была принята в 2013 году. Именно в 2013 году федеральным законом был добавлен 11 пункт к закону, к статье 16 этого закона, федерального закона о государственной гражданской службе, который устанавливал запрет на прием в органы государственной власти тех лиц, которые будут признаны призывной комиссией уклонившимися от несения воинской службы. А те, которые пребывают на работе, они не могут дальше работать. Вот такой был запрет. Депутаты парламента Чеченской Республики посчитали эту норму достаточно слишком суровой, не соответствующей Конституции Российской Федерации. И когда я в качестве представителя парламента Чеченской Республики выступал в суде, подчеркнул вот эти моменты. В частности, нами было указано то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации уже существует соответствующая статья, по которой уклонившиеся умышленно от несения воинской службы, они несут ответственность. Более того, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, лица, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, после того, как будет погашена, снята судимость, могут претендовать на государственную гражданскую службу. Получалось так, что запрет от уклонения от несения воинской службы, он был бессрочным. И получалось так, что ограничения, они более суровые, чем за совершение преступления, тяжкого преступления, особо тяжкого преступления. И в этом контексте мы указывали на то, что необходимо изменить эту норму. К счастью, Конституционный суд принял во внимание те доводы, которые были нами предоставлены, помимо, с учетом того, что у нас ограничено время, я не буду все эти доводы здесь, о всех этих доводах рассказывать. Но вы встретили понимание со стороны Понимание, и есть решение Конституционного суда, оно доступно, соответственно, в интернете для желающих ознакомиться. Конституционный суд признал несоответствующим Конституции вот эту часть закона и указал федеральным законодателям на необходимость изменения этого закона, приведения его в соответствие с Конституцией Российской Федерации. Это серьезный повод еще раз поздравить наших депутатов, нашего парламента. Сайдам, есть Конституция, да, такой устойчивый документ, как плод такого коллективного ума, мышления. Ну, жизнь не стоит на месте, да. А бывает так, что время или сама социально-политическая ситуация диктует необходимость принятия того или иного закона или внесения поправок в действующее законодательство? И как эта процедура происходит? Какая взаимосвязь вот в этом процессе между вами, между Конституционным судом и законодателем? Ну, как известно, любой закон, в том числе и основной закон Конституции,
само по себе не является догмой, это живой организм, который обязан реагировать на те объективные изменения в экономике, в политической, социальной жизни общества, которые происходят. Соответственно, Конституция таким образом и реагирует. Ну, если в частности пример привести, допустим, с момента принятия Конституции, вот если так навскидку на память, был момент о том, что в последующем, после уже принятия данной Конституции, назрела необходимость правовая и юридическая о слиянии Верховного суда Российской Федерации с арбитражным судом. Соответственно, статья, которая регламентирует, статьи, которые регламентируют деятельность этих указанных судов в Конституции, претерпела изменения. И таким образом любые какие-то объективные условия, которые жизнь течет, жизнь меняется. Соответственно, изменяются условия, соответственно, изменяются какие-то правовые нормы, как в таких отраслевых законодательствах, так и в основном законе Конституции Российской Федерации. Как вот указанной вами встрече президента России Владимира Владимировича Путина с судьями Конституционного суда, он также подчеркнул, что Конституция не является догмой, это тоже живой организм, что оно вследствие тех изменений, которые происходят в обществе, должны быть в нем отражены. В этом плане, если какие-то возникают необходимость изменения конституционного текста Конституции, то Конституционный суд, как и некоторые другие органы, наделен правом законодательной инициативы, к которому он может обратиться в наш парламент, наш высший законодательный орган республики, и обосновав свои доводы теми моментами, мотивация должна быть, что произошли какие-то изменения, произошло то-то, то-то, в связи с чем считаем разумным и предлагаем внести какие-то изменения в какой-то пункт или статью Конституции. И, соответственно, вот такой механизм работы. Принятие же это, конечно, лежит только на законодательном органе, на высшем законодательном органе, на парламенте. После чего утверждается главой нашей республики, вносимые изменения, утверждается Рамзаном Ахматовичем Кадыровым как главой нашей республики. После чего уже данная норма становится конституционной и подлежит неукоснительному исполнению. Спасибо, друзья, вам за участие в нашей программе. Друзья, я еще раз напомню, мы сегодня встретились с нашими уважаемыми экспертами по случаю Дня Конституции Российской Федерации. Позвольте еще раз поздравить вас с этой замечательной датой. Время нашей программы подходит к концу. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до встречи.